Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочные новости. О чем вам необходимо услышать, узнать прямо сейчас. И именно сегодня. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени. И давайте вместе посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем желаю узнать. Итак, срочные новости. Смотрите, с правой стороны мужчина с огромной чашей в руках. Это предложение. Предложение, на которое этот мужчина решился. Предложение на очень выгодных, либо желанных условиях для вас. Вы все разные. У кого-то отыграется предложение там, руки, сердца, сходить на свидание, да, побыть вместе, соединить свою жизнь. У других отыграется деловое предложение, предложение там, занять должность, вместе посотрудничать, может быть, даже какие-то услуги, чтобы вы для этого мужчины оказали, либо этот мужчина хочет для вас какие-то услуги оказать. Но он прям выгодно. Выгодно, и в руках у него, видите, подкова. То есть это еще и как везение, то, что этот мужчина сделает вам это предложение. Предложение, от которого нельзя отказываться, а если вы откажетесь, то очень пожалеете. Вот вас, как сама судьба предупреждает, прими этого мужчину, выслушай и согласись. Точно не пожалеешь, все у тебя получится, все у тебя случится. Ну а если по какой-то причине там взбрыкнешь, не захочешь с этим мужчиной общаться, либо предложение принимать, то и пожалеешь. Пожалеешь, но потом уже ничего нельзя будет вернуть, либо отмотать в обратную сторону. Да, вас предупреждают о мужчине, он уже где-то рядом, он уже ну вот прям на подходе к вам. Да, не сегодня, а завтра точно появится и точно вам что-то будет предлагать. Предложение стоящее, стопроцентное, это верное предложение. И вам необходимо его принять. Вот, точно не пожалеете. Дальше, с левой стороны. Женщина, корона на голове, но корона очень большая и очень тяжелая. Это, скорее всего, вас показывают и говорят вам так, что не время почивать на лаврах, нужно действовать, пока под какие-то условия не поменялись. Я так понимаю, что у вас возможности появились, руки развязались, либо вы как-то что-то свое нащупали, и у вас это получается, либо это работает на вас. Не время почивать на лаврах, нужно усилить свою отдачу и как можно быстрее, либо как можно эффективнее продолжать эту работу, да, усилиться в этой работе. Как, знаете, идет эта пословица: «Куй железо, пока горячо». Да, вот окно возможностей, оно достаточно узкое, и пока оно открыто, вам нужно максимально отработать, либо проработать, либо что-то выполнить, да, что-то сделать. Не время почивать на лаврах, нужно ускориться, усилиться и с какой-то двойной, тройной отдачей поработать. Вот такое предупреждение идет. Корона, да, большая, тяжелая. И чтобы ее на голове удержать, нужно именно посуетиться, нужно какие-то действия предпринять именно сейчас. Вот, окно возможностей, оно открыто. Как долго оно будет открыто, здесь не показано. Но вам нужно спешить. Спешить и делать все дела, либо выполнять работу именно сейчас. Так, еще с левой стороны образ человека, мужчины. И рядом с ним женщина.
Причем женщина достаточно, ну, агрессивная, характерная. Женщина-контролер. Вот, женщина-контролер, жесткий контролер. Какая-то женщина контролирует мужчину. И у мужчины из-за этого и ножки не идут, и ручки вот, ну, не работают. То есть она его этим своим контролем повязала и по рукам, и по ногам. Может быть, этот мужчина вам что-то обещал, либо вы от этого мужчины ждете там активности, проявления, внимания, там, не знаю, хотя бы там смс-очку ждете, а он не может, потому что рядом с ним очень жесткая женщина-контролер. То есть он как жертва обстоятельств. Не грешите на него, не грешите. Он, ну, грубо говоря, ни в чем не виноват. Мне почему-то кажется, что эта женщина, она его то ли шантажирует, то ли как-то им манипулирует, то ли ему чем-то угрожает. И поэтому у него вот и ручки, и ножки связаны. Вот. Но голова его смотрит только лишь в вашу сторону. Понимаете? Глаза его на вас направлены. То есть вы ему интересны, он очень переживает, но вот такие обстоятельства. Может быть, это, ну, его женщина, да, может быть, это его мама, может быть, это его начальница. В общем, куда-то он попал, и там ему прям не сладко. Связали, повязали по рукам и по ногам. Здесь буквально какие-то вот как часы, может быть, сутки пройдут, и все вам откроется. Не вините этого мужчину, он ни в чем не виноват. Просто такие жесткие форс-мажорные обстоятельства возникли в его жизни. Так, еще справа 2 горы, между ними пустой карман. А вы как будто бы то ли в долг хотите взять, то ли в займ. Может быть, даже кредит хотите оформить, открыть. Говорят, что делать этого не надо, то есть с этим не нужно спешить. Показывают человека на каком-то транспорте, как едет этот человек, либо едет человек, который может вам, ну вот, финансово помочь. Да, то есть не бери кредиты, не влазь в долги, иначе попадешь в эти горы, да, в проблемы попадешь. Есть тот, кто тебя финансово поддержит, ну, поможет финансово. Это не будет займ, это не будет долг. Есть человек просто даст вам денег, либо, может быть, это ваш близкий человек, и он где-то заработал, вот едет, деньги есть. То есть в кредиты влазить не стоит, в займ не стоит влазить, иначе 2 горы будет сразу, да, 2 проблемы, серьезные проблемы, с которыми потом еще придется справляться, придется все решать. Кто-то едет, у него есть деньги, и он вам, либо она вам эти деньги даст. Да, здесь человек на каком-то транспорте. Надо немножко подождать, спешить с этим делом не стоит, иначе, да, проблемы себе наживете. Так, еще змею показывают, но змея с правой стороны. С правой стороны 3. В вашем окружении, среди ваших знакомых есть очень мудрый человек, который может и совет дать, и подсказку, и научить, и, знаете, как подвести может, и объяснить. Вот есть эта женщина по 3, да, змея. Вы эту женщину точно знаете, вы с этой женщиной там общаетесь, может быть, в одном коллективе, может быть, в родственных связях. Вам нужно у нее спросить, либо именно она вам что-то объяснит, на что-то вам глаза откроет. Женщина. Ищите женщину в своем окружении. Мудрая женщина. Мудрее, чем все остальные. Либо она знает подобные ситуации, в подобных ситуациях, которые есть у вас, она разбирается. То есть как опыт, возможно, у нее есть. Эта змея хорошая змея. Ну, в плане не враг. Она просто мудрая, да? Мудрый человек. Кстати, этот человек еще отличается тем, что он очень добрый. Да? Эта женщина, она очень добрая и такая, знаете, трепетная и очень заботливая. Такая еще вам подсказочка, да? Как ориентирчик, как найти эту женщину. Дальше. Здесь в центре показывают вас в хорошем расположении духа, хорошее настроение из-за каких-то новостей. Новости какие-то получите. И в голове у вас посветлеет, и на сердце у вас как печалька пройдет. Чему-то будете радоваться. При этом своей радостью вы поделитесь со своими близкими. Смотрите за реакцией тех, с кем вы делитесь радостью. Кто-то из ваших близких станет очень-очень грустным. У этого человека
Ну, либо рыльце в пушку, да, этот человек прям расстроится, когда вам хорошо будет. Ну, либо этот человек, возможно, какую-то тайну имеет, что-то от вас скрывает. Именно ваша радость вам укажет на этого человека. Да, ваше это радостное состояние, настроение. Увидите чьи-то грустные, потухшие глаза, знаете, что этот человек либо в чем-то замешан, либо что-то от вас очень серьезное скрывает. А вот здесь показывают, что вы к чему-то еще не готовы. Чего-то вы очень сильно хотите, к этому идете, но вы к этому не готовы. И пока вы это не получите, либо пока вам это не будет дано. Не потому, что вам блокируют, либо запрещают, вас там лишают, а потому что вы просто банально не готовы. Вот не готовы что-то получить, узнать, иметь. У каждого по-своему отыграется. Не надо расстраиваться, нужно принимать ситуацию как есть. Вот, придет время, придет час, и все случится, все само свершится, и ничего делать не нужно будет. А сейчас вы просто не готовы, к чему-то вы пока не готовы. Так, а здесь у нас человек какой-то помощи будет просить, как во что-то вмешаться, в чем-то поучаствовать, ну вот, чтобы вы руку протянули. Угу. Это очень много времени вашего займет. Да, придется от своих каких-то дел отказываться, чтобы кому-то ближнему помочь. Вы к этому должны быть готовы, либо вы должны это понимать. Цена вопроса. Цена вопроса. Да, с одной стороны, вы поможете человеку, вы доброе дело сделаете, но с другой стороны, вы что-то можете упустить, потерять, либо недополучить. То есть, да, надо помогать, но нужно помогать с умом. Не вот так с головой нырять в чужие проблемы, а с умом. Сначала вы свое сделаете, самое нужное, необходимое, вот прям горячее, а потом уже помогаете. Да, здесь как-то в долгую рука сильно вытянется. Свои дела не успеете поделать. Так, слева. Кто-то стену выстраивает между вами и собой. Человек эту стену из обиды выстраивает. Кто-то на вас очень сильно обиделся и даже, наверное, какое-то зло затаил на душе. Но здесь какая-то глупая обида, либо какое-то недопонимание произошло. Стена. Стена, кстати, очень высокая и очень крепкая. Да? Человек прям такой. Психика, что ли, травмированная, то ли, может быть, какие-то комплексы у человека. Вы случайно этого человека чем-то задели. Ну, либо что-то такое сказали, там, может быть, в шутку, там, не подумавшие, может быть, даже никакие там особые смысловые нагрузки в слова не вкладывали. А вот человек разобиделся и выстраивает стены. Знаете, может быть, это и правильно, да, что этот человек сам уходит из вашей жизни, отгораживается этой стеной. Потому что это человек, ну вот мне идет, что с какой-то расшатанной, нездоровой психикой. И от этого человека, знаете, можно всего чего угодно ждать. Пусть лучше будет так, чем какие-то более сложные ситуации и более тяжелые последствия. Не пытайтесь с этим человеком говорить, не пытайтесь этого человека возвращать. Стена так стена, да? Разошлись ваши пути дорожки, значит, такая вот судьба. Не принимайте близко к сердцу. Я не вижу вашей какой-то вины, либо каких-то специальных негативных действий. Случайности, ну так, извините, никто ни от чего не застрахован. А то, что человек псих, извините за прямоту, ну так с такими нужно подальше держаться. Так, здесь у меня мужчина на корове. Корова маленькая, это теленок, да, это не корова, это теленок. Но тем не менее движется в правильную сторону. Видите, заветная дверь. И мужчина на этом теленке к этой двери движется. Хороший знак. Если вы мужчина, в вашей жизни уже начались перемены к лучшему. Просто вы их еще не ощущаете, еще не понимаете. Здесь уже все идет по воле судьбы. И туда, куда вы хотели, либо о чем вы мечтали, либо чего вы достойны, что вы заслужили, вы точно дойдете и точно получите. Доверьтесь судьбе, и в вашем случае просто нужно вот как плыть по течению. Куда река несет, туда и плывите. Если вы женщина, то в жизни вашего дорогого, любимого, близкого мужчины уже происходят изменения, которые приведут его к очень хорошим последствиям.
Не надо на него давить, не нужно там с него там как-то строго спрашивать. У него вот четко идет перст судьбы. Да, вот судьба ведет. Ускорить события, либо отменить, отложить, это невозможно, это никому не подвластно, ни вам, ни ему. Да? Вот просто доверьтесь, то, что он вам говорит, либо то, что он чувствует, так оно и будет. И еще, девушки, женщины, возможно, в ближайшие несколько дней вам приснится сон про вашего мужчину. Сон, который будет вещий. Вот как вам приснится, так с мужчиной и будет, да, либо в жизни мужчины это произойдет. Смотрите, это может быть муж, это может быть ваш любовник, да, любимый человек, может быть сын, может быть даже внук. Вот кого вы прям очень любите, за кого очень переживаете. Вот именно сейчас у вас в сердце этот человек, потому что волнуетесь вы за этого человека, да, очень сильно. Вам приснится сон, и все станет ясно, все станет понятно. Но мне нравится то, что мужчина движется к своей цели, и здесь перст судьбы его ведут. Ведут и в свое время, в свой час приведут. Все случится, все свершится. Так, человек с инициалами на букву Н. Буква Н. Очень похожа на лицемерие, на специальное искажение правды и правдивой информации ради какой-то своей цели, да, шкурной цели. Человек то ли вам что-то говорит, то ли вы слушаете этого человека. Но вот четко показано, нет правды в словах человека на букву Н. Человек преследует свою цель, и ради этой цели что угодно может сказать, хоть там, я не знаю, ежиком прикинуться. Вот. Не надо слепо верить этому человеку, либо слепо полагаться на слова этого человека, да, доверять этим словам. А то разочарование может с вами случиться. Дальше. Человек на букву Ю. А вот вам впору готовить карманы. Карманы, вот прям карманы, кошельки, сумки, мешки. Вам щедро будет отпущено. Здесь судьба вам щедро отсыпет то ли подарков, то ли каких-то благ, то ли денежек. Прям много всего получите. Это будет очень неожиданно и очень приятно. Мужчины и женщины на букву Ю. Подарки судьбы вас ждут. Щедрые подарки судьбы. Дальше. Странный новый виток вашей жизни. Виток, к которому вы будете не готовы, но в котором очень быстро разберетесь. Здесь очень похоже на какой-то скоростной лифт. Может быть, на работе, может быть, в каких-то делах, в какой-то вашей личной ситуации. Такое впечатление, что вы на очень скоростном лифте будете кататься. Причем не просто кататься, а подниматься вверх. Очень быстрое развитие ситуации, так что вы опомниться не успеете, как все свершится, случится, либо вы в каком-то даже месте, либо на какой-то должности окажетесь. Какая-то скорая развязка, причем очень удачная развязка для вас. Такой сильный момент. И еще на пороге вашего дома какой-то человек топчется и не решается в ваш дом зайти. Ну, человек этот знакомый, либо человек какую-то значимую роль в вашей жизни играл, играет. Топчется, не решается войти. Ждет, пока вы то ли позовете, то ли дверь ему откроете, то ли каких-то, может быть, знаков, сигналов Вселенной ждет. Ну, прям топчется на пороге, но в дом пока не входит. И еще кому-то из вас прям в венце говорят о ребенке. Говорят дословно следующее, что все изменится и все будет хорошо, либо все изменится к лучшему. Вы все разные, проблемы у вас с детьми тоже разные. Возможно, вас что-то беспокоит, либо вы как-то очень сильно опечалились, переживаете, задумались. Вот говорят, что все к лучшему, либо всем лучшим закончится, да, все будет хорошо. Переживания ваши пустые, и страхи ваши пустые. Здесь нет плохого сценария, наоборот. Наоборот, все хорошо, все замечательно, и люди друг другу улыбаются. То есть закончится все положительно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.